YouTube-канала. В студии Могилевского района журналист Владимир Лапцевич. Беларусь активно готовится к совместным с российскими войсками учениям. Приготовление проходит на фоне усиления напряженности возле украинской границы. Кто больше виноват, Россия или страны НАТО, наверное, пока сказать трудно. Но, тем не менее, будут проходить учения на нашей территории. И станет ли наша страна только ли местом, где эти учения проходят, или это будет плацдарм нападения России на Украину, покажет время. И об этом мы сегодня разговариваем с могилевчанином Виктором Болдиным, который в свое время был офицером советской армии и служил в одном из самых секретных ведомств – Министерстве среднего машиностроения СССР, управлявшего атомной промышленностью и разрабатывавшего производство ядерных боезарядов. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер всем, добрый вечер, Могилев. Вы служили в те времена, когда была и напряженная международная обстановка, и потом была разрядка международной напряженности. Скажите, пожалуйста, вот та ситуация, которая сегодня складывается между Россией с одной стороны, странами НАТО и Украиной с другой стороны, она чем-то похожа на то время, когда вот вы служили, то есть вот конец 70-х, начало 80-х годов, когда тоже была очень сложная международная ситуация. И тоже страны, в общем-то, стояли на пороге ядерной войны. Да, ситуация похожая. Тогда мы были моложе, все воспринимали гораздо проще. Поэтому можно сравнивать с точки зрения аналитической, с точки зрения своего возраста, что происходило тогда, что происходило сейчас. Конечно, параллели есть. Что касается... в чем вот именно больше параллель? Вот что схожего вот, между нынешней ситуацией и той? В то время Советский Союз готовился к войне. И от этого никто никогда не скрывали идеологически, экономически, военно. Готовились к войне. Советский Союз тратил на это миллиарды и миллиарды рублей. Сейчас Путин за последнее время потратил, по некоторым данным, до триллиона долларов за последние 10 лет. Они начинали готовиться, я имею в виду Россия, начинали готовиться к военной доктрине еще в 2013 году, когда выступил на научно-практической конференции, неожиданно вдруг заявил начальник генерального штаба Герасимов, это есть даже в интернете, в открытом доступе, что в 20-е годы мир будет воевать или локально, или территориально. То есть сходство в подготовке к войне, к готовности к войне. Вот тогда конец 70-х, 80-х годов и сегодняшние наши дни. Да, эта подготовка была тогда и сейчас. Она видна. Понятно. Смотрите, потом наступила разрядка. Вот вы тоже служили во время разрядки международной напряженности. Чем она вам запомнилась и чем характеризовалась? Разрядка прежде всего запомнилась тем, что пришел Михаил Сергеевич Горбачев. И все зависит от лидера. Я всегда говорил, что все зависит от того человека, который руководит или страной, или какой-то организацией. Поэтому, когда пришел Михаил Сергеевич Горбачев, человек, который правильно оценил на то время ситуацию, экономическую, политическую, и тогда вот в конце 80-х годов в Рейкьявике
и в Женеве, и в Вене договорились сначала с президентом Рейганом, и мы ощутили на себе эту разрядку. Сразу стало легче и служить, и жить, несмотря на экономические какие-то трудности. Психологически стало легче. Поэтому, когда и идеологически, если кто помнит, сразу по телевидению стало меньше всяких этих передач, которые просто нагнетали эту обстановку. И если сравнивать сейчас, то мы можем видеть, что все последние 10 лет, даже за год до вторжения или частичного вторжения в 2014 году российских войск, начиная с 12 апреля 2014 года на территорию Украины, то Россия начала готовиться к войне еще начиная, наверное, с 12-13 года. Ну вот вы говорили. Я хотел просто, да, Виктор, я просто хотел бы еще немножко остаться в тех годах и та служба, которую вы несли, чем именно для вас, вот в чем прочувствовались эти изменения? Это я для того, чтобы вы немножко представили зрителям себя и рассказали, что вы делали до перестройки и как служили во время перестройки. Такой интересный вопрос. Интересно, конечно, вспоминать, что было раньше. Хочу опять же сказать, что мы тогда были молодыми, все это воспринимали гораздо все спокойнее, несмотря на то, что там по телевидению вся это была истерия военная во времена Брежнева. Начинался Афганистан. Но, мне кажется, общее настроение туда, населения, всего народа было как-то спокойнее, чем сейчас. Если сейчас идеологически и там все это нагнетается каждый день, каждый вечер. Виктор, давайте немножко вот в нынешнее время пока не будем переходить, останемся в 70-х, 80-х годах. Разница между вот вашей службой во времена Брежнева и во времена Горбачева. Это две большие разницы. Когда наступила разрядка, я уже говорил, что стало служить намного легче. Многие даже ругают Горбачева, что вот он развалил Советский Союз, но на военном стало легче тогда служить. Несмотря на то, что был Афганистан, и начались эти локальные конфликты на Кавказе, в 80-е годы, межнациональные конфликты. А в чем заключалась именно ваша служба? Ваша служба как офицера? Мы участвовали в строительстве ответного удара в середине 80-х годов, строительством наземных ракет типа «Пионер», которые были направлены на Европу, на севере Украины. Ну, такие же ракеты строили и в Брестской области, в Гомельской области, время подлета было порядка 12-15 минут до немецких городов, ориентировочно Дюссельдорф, Кёльн. То есть ФРГ? Это было срочно... В составе НАТО. Да, это 82-й, 84-й, 85-й год, до прихода Горбачева. Колоссальные были деньги туда вброшены, колоссальные средства. Уже видно было, что мы ощущали, что Советский Союз уже не тянет эту гонку вооружения. Почему? Потому что перебрасывали вот эти пионеры, да, перебрасывали с берегов Амура, с границы Китая. Напомню тогда, что с Китаем были напряженные отношения. И вот, чтобы закрыть вот эту брешь, чтобы ответить на американские першинги и томагавки, которые были расположены тогда в Западной Европе, на территории Голландии и Германии, и Северной Италии. Ну, вот тогда вот срочно строили, за 2 года построили несколько полков. Сейчас все это демонтировано давно-давно, все взорвано.
Ну, тогда все силы были брошены вот на этот удар. Ну, вот этим мы занимались в середине 80-х годов. Понятно. Ну, Как уже, да, слушаю вас. ну, вот когда пришел Михаил Сергеевич, и когда уже подписывали в 88 году в Рейкьявике, в 89-м в Женеве, и потом все это демонтировали в 91-94 году, то мне лично было это все приятно, все это осознавать, несмотря на то, что я участвовал в строительстве вот этих объектов. И знаю, что какие колоссальные деньги были потрачены. В тех деньгах миллиарды рублей. Это только те ракеты, которые были наземного базирования. Не говоря о том, что которые ракеты стояли в шахтах, в Винницкой, Хмельницкой, Николаевских областях. Это никакой не секрет. Так я вот тогда еще, будучи молодым человеком, смотрел на вот эти все, на все строительство, на все эти ракеты, подходил близко, смотрел, думаю, какие, во-первых, я знал, куда они нацелены. Что интересно, что в то время, может быть, молодые люди не знают, куда были нацелены тогда эти ракеты. Учитывая, что в основном из 6500 боеголовок американских в то время, почти они все были нацелены на военные цели Советского Союза. Потому что они все в основном были расположены на атомных подводных лодках американских. Ну, 2 подводных лодки атомных было английских, несколько французских, но в основном американские. То они все были нацелены на боевые объекты. Что касается нашей ракеты ядерные, то они были нацелены на крупные города. Почему? Потому что поразить подводную атомную лодку, которая находится там условно в Тихом или Северном Ледовитом океане, тяжело. И получается, что даже тогда было неравноправие. Наши ракеты были нацелены на крупные города: Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, а их ракеты были нацелены на военно-индустриальные комплексы в основном и на те города, где были расположены штабы армии ракетных, такие как Винница, Николаев, Хмельницкий, но может быть, на столицу их я точно не знаю, конечно. Но даже тогда мы знали, что это все было как-то не очень гуманно. Понятно. Виктор, перед тем, как задать следующий вопрос, я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы, какие-то комментарии вы можете писать в чате нашего YouTube-канала. Я думаю, что наш эксперт Виктор Болдин, офицер советской армии, служивший в одном из самых секретных ведомств в Министерстве среднего машиностроения СССР, с удовольствием ответит на ваши вопросы. Также призываю вас ставить лайки и подписываться на наш канал. Ну вот вы уже затрагивали тот момент своей службы, когда советские войска с Дальнего Востока, с китайской границы перемещались на территорию Украины. Вот сегодня тоже мы видим, что войска из Восточного военного округа российского перемещаются на территорию Беларуси. То есть есть некая параллель. Правда, вряд ли тут перемещаются какие-то атомные боеголовки. Но тем не менее, вот уже в ближайшее время, как сообщают СМИ, прибудет 2 дивизиона системы ПВО С-400, 1 дивизион комплексов «Панцирь-С» и 12 самолетов Су-35. Вот на ваш взгляд, вот такой мощный, наверное, все-таки военный кулак, который размещает Россия на территории Беларуси. Территория Беларуси может стать плацдармом для вторжения на Украину? Конечно, может. Сейчас 2 позиции бытуют в эфире. Разговоры ведут военные аналитики и просто журналисты, что будет война или не будет война. Вот. Из этого будем исходить, что допустим, что это не брехня, говоря по-украински, что война все-таки будет. Тем более, что я уже говорил, что последних 12 лет Россия истратила в американских долларах $1 триллион на модернизацию. Сейчас у нее, кроме того, что перебрасывают с Дальнего Востока, население
территории, ближайшей к Украине, в районе Северного Кавказа, Ростова, и чуть ниже, туда от Белгорода, находится около 150 ударных военных батальонов. Это где-то около 150, по 700-800 человек. Это где-то вот и есть эти вот 100 тысяч боевых единиц автономного такого действия. Правда, это без авиации. Вот о чем все это говорит? Вот о чем вот такие мощные... Они были размещены, это не секрет, они были размещены еще, эти вот 150 батальонов, которые оснащены очень современно. Я потом приведу пример. В августе 2014 года, когда были под Дебальцево брошены около 10 этих батальонов, и которые отбросили всю регулярную украинскую армию, нанеся большой урон. Так вот, то, что сейчас эти войска расположены вдоль территории Украины, есть фактор довольно-таки угрожающий. Поэтому, если еще перебрасывают с Дальнего Востока, то я так думаю, что это дополнительный психологический фактор. А что касается размещения на территории Белоруссии, то здесь играет фактор то, что больше психологически. Почему? Потому что 15 истребителей Су-35 — это, конечно, очень серьезный истребитель. Его больше всего боятся, так вот, можно сказать, натовцы, потому что это довольно серьезная современная боевая машина, универсальный истребитель, который может действовать воздух-воздух, воздух-земля, очень маневренный. И 15 единиц, и довольно у него дальнее действие, такая высокая, может долетать спокойно до середины Украины. Да. Ну, что касается противовоздушной обороны, там С-400 и «Панцирь», то это противовоздушная оборона, и вся вот эта группировка, которая готовится к учениям в Белоруссии, то это, скорее всего, настроено психологически против стран НАТО. Потому что если по доктрине НАТО 30 плюс 30 плюс 30, если будут какой-то локальный конфликт в Украине, скажем, на Донбассе, то россияне могут быстро ввести эти вот 150 батальонов ударных, довольно маневренных, современных, а НАТО может только в течение 30 дней разместить 30 батальонов, если помогать Украине. Даже если мы же уже НАТО решится помочь Украине, то просто физически не сможет. Физически запаздывает, очень важный момент, запаздывает на целый месяц. 30 боевых батальонов, 30 звеньев самолетов, 30 боевых кораблей. Вот все 30 плюс 30 плюс 30. Мы видим, что запаздывает. На данный момент находится всего лишь 4 ударных батальона натовцев. Это по одному в странах Прибалтики, в Литве, Латвии, Эстонии, и один в Польше. Ну, правда, они побольше. Если там российские батальоны, они где-то 700-800 человек, то у натовцев до 1200. Довольно сильная такая боевая единица, но видите, 4 к 150. Вот. Поэтому что касается Белоруссии, то это, скорее всего, психологически такое влияние. Но и психологически что получается? Если мы посмотрим карту, если мы посмотрим карту, то это получается, что сверху, получается, на Украину, получается такой психологический удар сверху. И если так вот смотреть, то если с юга это Крым, с севера это Беларусь,
с востока, то получается, что Украина, получается, чуть ли не окружена Ну да, психологически. с трех сторон. С трех сторон Белорусская вот эта группировка, она под угрозой. да, получается с трех сторон. Да, я потом скажу, что Лукашенко чувствует себя, когда он понимает, что Украина, о Лукашенко получается, мы немножко все попозже наоборот, поговорим. попозже. Да, и вот, ну, то есть, возможно, что территория Беларуси станет плацдармом, если вдруг, ну, не будем, конечно, так вот уже 100% говорить, но возможно нападение на Украину с российских войск. Посмотрите, если вторгаться со стороны севера, со стороны Беларуси, то не столько, что тут уже и маневр большой. Получается, что 3 направления со стороны на Киев, с севера. Стратегически это совершенно невыгодная позиция. Если смотрят в генеральном штабе, где заседают одни старики там, в России, им там под 70 лет. Если они старыми такими мерками меряют, то 3 направления. Это первое с Гомеля на Киев, Чернигов-Киев. Второе направление — это с Мозыря, опять же, на Житомир и на Киев. И одно Сарны еще, ну и Брест я даже не беру. То я считаю, что это всего лишь только психологическое давление. Со стороны Беларуси никакого маневра большого, кроме как самолеты могут использовать наши площадки для подлета. Я не вижу никакой угрозы, чтобы войска вводились со стороны. Почему? Потому что Украина может легко закрыть эти 3 направления стратегически, небольшими силами. Интересно. То есть, я так понимаю, что вы ведете к тому, вот именно, в принципе, вы уже сказали, это психологическая такая игра на нервах, игра на нервах Украины, игра на нервах НАТО, нежели что-то реальное. Хорошо, ну вот смотрите, вот эти вот неплановые учения, это же, наверное, тоже какой-то фактор, да, вот, они не были запланированы, союзная решимость 2022, они будут проходить до 20 февраля. На февраль, как вот неоднократно повторялось со стороны руководства Беларуси, запланирован референдум. Правда, дата его еще никто не объявлял, но тем не менее говорят, что это будет февраль. И вот как вы считаете, эти 2 события, учения, неплановые учения «Союзная решимость 2022» и референдум о изменениях Конституции Беларуси, они как-то между собой связаны? В нынешней ситуации у Лукашенко все связано, что касается его поддержки со стороны России, со стороны Путина. Поэтому, что касается позиции Лукашенко, то да, я думаю, связан. И это ему, конечно, кажется, будет какой-то помощь. И психологическая, и военная. Так что с этих позиций только ему в помощь. Что касается, допустим, России, ну, это только чистое совпадение. Эти учения были запланированы еще год назад. Но они говорят, что это не плановые учения. Нет, они были запланированы еще летом. Говорил даже Лукашенко про них, что мы будем... Другое дело, что тогда, может, это не касалось Украины, а больше касалось западных рубежей. Поэтому, смотрите, противовоздушные эти силы, использованные С-400 и «Панцирь». Я думаю, если бы это все хотели в нынешней ситуации, как вот весной, прекратить с севера Украины, то перебрасывали бы сюда и сухопутные войска. Даже танковые какие-то соединения. А так раз такого нету, только вот эта противовоздушная оборона и самолеты, вот эти 15 Су-35, да, это есть мощная... Уже и сухопутная техника. Вот, видят зрители, так скажем, люди, которые в южных районах Беларуси наблюдают и перемещение танков, другой боевой техники. Послушайте, но в зимних условиях это не так все просто создать. В полевых условиях мы жили тоже и в палатках зимой, в такие морозы, это не так все просто. То есть это не решающий фактор в данном случае? Да, чтобы вторгаться, начиная со Второй мировой войны, нужно какие-то клинья такие мощные создавать. Но
пару батальонов могут они здесь расположить, но опять же в зимних условиях полевых военные будут только злиться. Я уверен, сейчас там российская группировка стоит, там 100 тысяч под Украиной, но это же юг, Ростовская область, там гораздо все южнее, все проще, да. Некоторые говорят, что специально вот хотят зимой, да, до марта месяца, чтобы до распутицы атаковать, что все замерзшее, да. Но есть же разница атаковать при, допустим, минус 2 градуса, и если в январе-феврале, как вот некоторые говорят, со стороны Беларуси в минус 20. Я думаю, что это все бред. Вы считаете, что конец зимы это маловероятное время для начала войны? Конечно. Да-да. Я за Беларусь просто отвечаю, что с белорусской стороны... Дело в том, что очень важный момент, я потом, может быть, скажу, если будет время, что Путин, скорее всего, блефует. Но это даже не блеф, а, скорее всего, шантаж. Но мне кажется, пусть кто-нибудь политологи это все объяснят, блеф или шантаж Запада. И ну, вот, Украина занимается... Виктор, я извиняюсь, что перебиваю вас, я просто хочу перейти к следующему вопросу, вот именно о целях каждого из руководителей стран, то есть Беларуси и России. Вот, вот эти учения, они зачем нужны Лукашенко и зачем они нужны Путину? Потому, отбросим в сторону вот этот военный действительно фактор, что они там чему-то учатся, но зачем они действительно вот нужны каждому из руководителей? Ну, с моей точки зрения, насколько я владею ситуацией и слежу за всеми последними событиями, последних 1,5 года Лукашенко все, что связано с Путиным, все ему, как ему кажется, идет ему на плюс. Это и любая встреча, тем более учение. Он может показывать, что вот какой он крутой, что Путин с ним. И это все будет использоваться только для того, чтобы показать, и для того, чтобы показать, что за ним стоит Россия. Вот. И уже потом он может уже делать референдум и там, обещать что-то белорусскому народу. То есть для Лукашенко это демонстрация поддержки со стороны Путина. Вот, то есть еще раз. Да, он может говорить белорусскому народу, что нас вместе с Россией 150 миллионов. А у Путина у него только глобальные какие-то свои планы, чтобы его во всем мире признавали, чтобы он даже боялись. Поэтому, скорее всего, Путин это шантажирует. Это шантаж Запада, шантаж стран НАТО и тоже шантаж Украины. Вот это я хотел подчеркнуть. Ну вот Украина, давайте к ней перейдем. Вы служили на территории Украины, там, по-моему, 15 лет, насколько Да, я жил. Да, жили там. Служил меньше, вот, жил больше. Ну вот опять же, вот этот шантаж и использование для шантажа Белоруссии. Как вот там воспринимают, ну не знаю, может быть, вы имеете связь с какими-то своими сослуживцами, живущими на Украине. Как там воспринимают вот эту угрозу, которая, возможно, исходит со стороны Беларуси? Вот это, я считаю, после Беларуси, что касается Украины, очень важный вопрос. Я действительно имею информацию непосредственно с бывшими сослуживцами, которые в Украине остались в Хмельницком, в Киеве, в Одессе. В целом, даже если не смотреть украинское телевидение, я честно скажу, не смотрю его, но исходя из этих разговоров, скажу, что у Украины нету страха перед Россией, наоборот, какой-то такой подъем, начиная вот с осени. Вот это осенью 2021 года, да. Упростили запись в территориальную оборону. Теперь можно, насколько я знаю, это все сделать, заявку и свое участие в территориальной обороне по областям можно по интернету.
с Нового года призвали женщин, украинок, в украинскую армию записываться добровольно, что это тоже интересный момент. Мне кажется, они все это делают, все берут, копируют с удачного примера израильской армии и израильского государства. Ведь если так взять сравнение, что Израиль на протяжении 50 лет в состоянии войны находится. И там люди готовы и в бомбоубежище бежать, знают в какое. И аналогия похожая, что аятоллы, старые аятоллы иранские запухивают постоянно, что государство Израиль не должно существовать. Так вот, что касается Украины, мне кажется, Украина пошла по этому направлению, что, во-первых, не бояться, что украинская армия готова к отражению. Агрессии, да? Да, к агрессии. На данный момент около 400 военнослужащих прошли через АТО, 400 тысяч. Возьмите, включите семьи, даже морально они готовы. Почти миллион, которые так или иначе участвовали непосредственно вот в этих событиях за последних 8 лет. То есть, по вашим сведениям, вот дух украинской армии, украинского народа в плане отражения чьей-либо агрессии достаточно высок. Да, я так считаю, и так считают мои друзья, и разного возраста, молодежь тем более настроена. Вот и считывайте эти факторы. Плюс еще тоже момент такой. Я недавно взял да и посмотрел, а кто руководит российской армией возрастной, и посмотрел руководящий состав украинской армии. Вот тоже интересно. Взять Шойгу под 70 лет, ему 68 вот летом будет. Да, нет, 67 будет. То же самое, очень важная такой генерал армии есть, который Герасимов. Ему тоже будет в мае где-то 66. Они с 55-го года вместе с Сергеем Кужугетовичем и министр обороны. Их возраст уже, в общем-то, пенсионный. Путин. Да, я взял и посчитал. Если взять возраст Путина, которому вот скоро 70, этим двум деятелям, министру обороны Шойгу и Герасимов, начальник генерального штаба, генерал армии Герасимов, Валерий Сергеевич, кажется, таким больше, чем 200 лет на троих. А украинской армии, если убрать министра обороны, он, кажется, там гражданский, то взять командующий, главнокомандующий Зеленский Владимир Александрович, командующий 40 с чем-то лет, начальник генерального штаба 40 с чем-то лет. Одна молодежь. Эти ребята, которые имеют опыт от боевых действий, которые молодые, такие, которые никогда не служили в советской армии. Они все заканчивали военные учебные заведения в 90-х годах, уже при независимой и незалежной Украине. Поэтому даже если возрастные вот эти, что очень важно. Плюс Зеленский сам молодой. Понятно, понятно. Ну, хорошо, вы, в общем-то, тут привели доказательства, что, в общем-то, там молодая горячая кровь это очень важный момент. Украинских военных. Вот. Ну, а вот все-таки, возвращаясь в Беларусь, вот наша глядачка Надія Соловьева пытается, ці пойдуть белорусы воевать супроть Украины, коли будет напад России праз Беларусь? Вот тут вот что вы думаете, пойдут наши белорусские ребята и наши, ну, подчиненные Лукашенко офицеры воевать против Украины? Ну, это интересный вопрос. Я хочу очень надеяться, что войны не будет. И почти уверен, что войны не будет. Но все равно всем надо готовиться, конечно, к войне, как шутила. Я потом расскажу историю, когда я был курсантом в Ленинграде. В блокадном Ленинграде можно было выжить, если у тебя был бы мешок сахара. И тогда уже можно было 900 дней блокады пережить, выменивать. Что касается белорусской армии, которая, кстати, очень небольшая. Краснознаменный белорусский военный округ во времена Советского Союза насчитывал 300 тысяч. Это была огромная, мощнейшая группировка. Сейчас порядка 30 тысяч, 2 аэромобильных, 10 тысяч.
Если прикажут, то, конечно, вот эти все спецвойска, десантники, они будут выполнять приказ Верховного Главнокомандующего. Они будут участвовать. Что касается мобилизационного плана, то сейчас современная такая вот доктрина, что обходятся без мобилизационных этих всех мероприятий. Хочу сказать, что российская армия на сегодняшний момент самая боеспособная за последних 50 лет, как ни странно. Потому что они рассчитаны только на действующие войска, которые могут в течение 24 часов сразу же атаковать. Не надо неделю, 2 недели. Виктор, я извиняюсь, что перебиваю, просто вот тут утверждение... Про Беларусь. Опять же, Надеи Соловьевой, что Россия отстоит от всего света по технологиях. А вот вы говорите, что, в общем-то, она достаточно технологичная, достаточно модернизирована. Модернизацию еще Сердюков начал в 2008 году, после вторжения в Грузию. И я уже говорил, что потратили $1 триллион на модернизацию. Я не запугиваю никого, но объективно нужно понимать, и все это знают, что на данный момент российская армия очень боевой, снабжена очень сильным боевым оружием современным. И поэтому это списывать ни в коем случае нельзя. Что касается, я вернусь к вопросу про белорусскую армию. Да-да. Белорусская армия на порядок, на 2 отстает наверняка от российской армии. Но если прикажут, то они будут выполнять какую-то задачу. Но опять же, я не вижу. Единственное, что может только аэромобильная бригада Витебская куда-то выброситься, куда ее могут быть выбросить с воздуха. А так просто наступать ну, то есть, по если этим даже 3 направлениям, как я кто-то сказал. будет наступать с территории Беларуси, это будут именно российские войска. Там, наверное... Я думаю, что Лукашенко может только предоставить аэродромы, что очень важно, конечно. Барановичи, это все так очень, все очень в тылу получается Украины. Если там подлетное время буквально там полчаса, 1,5 часа, то это очень удобный аэродром Барановича. Вот. Или использовать только частично. Но отвечая на вопрос, да, что будут участвовать, если прикажет Лукашенко, Верховный Главнокомандующий Белорусской армии. Вот продолжая вот этот разговор о возможном нападении, вот наш зритель тут прислал о том, что заявил Белый дом. Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину. Вот вы согласны с таким мнением? Может она в любой момент начать? Или все-таки это блеф и не будет никто ни на кого нападать? Я уже сказал, это мое мнение. Если послушать, вот я давно не слушал, но в мае это все обсуждалось очень сильно, весной прошлого года, когда же уже была группировка эта сосредоточена. Потом с Байденом в июне встретился Путин и отвели это все. Готовились к летней кампании. Вот. Сейчас ситуация осенью повторилась, и войска находятся в полной боевой готовности. Там же не просто они сидят там в этих палатках, они там участвуют в маневрах, подключают танковые какие-то группировки, подключают и авиацию, там идут настоящие учения. Они же не просто сидят там. Идут боевые учения. Теперь вот все боятся, что будут какие-то учения в Беларуси. Да? Вот. И тоже это размахивание этой вот дубины. Что касается развертывания, то неспроста ж проходит учение. Это с учения легко развернуть и наступать. Понятно. Виктор, ну, у меня, в общем-то, последний вопрос относительно всей вот этой ситуации и возможного вторжения на Украину российских или российско-белорусских войск. Вот на ваш взгляд, вот вы уже осветили немножко моральный дух украинцев, а что можно сказать о готовности и белорусов, и россиян в плане морально
моральной какой-то подготовки вести Вот это реальную войну с Украиной? Вот это самый интересный вопрос и самый главный, завершающий. Что касается морального духа, начну с родной Белоруссии, что белорусский народ не будет воевать за Россию, за Путина. Может быть, регулярные войска, согласно присяге и по приказу, войдут, если будет им дан такой приказ, то просто населения Беларуси нет. Как ни странно, и учитывая, какая идет обработка со стороны телеканалов российского, да, народа, я думаю, что и российскому народу тоже эта война не нужна будет. Если там какой-то всплеск, не какой-то, а хороший был всплеск в 2014 году, в 2015, и рейтинг Путина взлетел, то на данный момент у русского народа эта война не. То есть вы считаете, не что будет в любом случае эта война не будет популярна ни у народа Беларуси, ни у народа России? То есть простые белорусы и россияне не будут поддерживать все вот эти вот движения политические, военно-политические своего руководства? Нет. Во-первых, это будет война захватническая. И в ней будут участвовать только боевые подразделения российской армии. Их на данный момент, да, вся армия где-то под 1 миллион, но боевые где-то 200 тысяч могут максимум. А Украина с 45 миллионами может выставить даже без территориальной обороны. Сейчас у нее порядка 250 тысяч. Получается, что при обороне Украина может выстоять, ну там на рубеже, допустим, Днепропетровск, там, Николаев, Одесса, выстоять, а может и потом отбросить еще эти войска, если подключится и сработает мобилизационный план, а самое главное моральный дух. Украина будет защищать свою землю. Это будет оборона. Я уже не говорю, что поддержка всего мира будет. Сейчас уже, наверное, летальное оружие поступает в Украину. А тогда, может быть, они месяц-два продержатся, а потом у них будет колоссальная поддержка со всего мира. Спасибо. Но понятно, что да, я закончу. Понятно, что, допустим, венгры, страны НАТО, там, допустим, Словакия не захотят воевать за Украину. Но если будет отдан приказ, то экономически, политически и военная мощь дадут достойный отпор. Виктор, спасибо большое, что очень обстоятельно объяснили всю ситуацию, которая складывается вокруг Украины, провели параллель с теми годами, когда вы служили в советской армии, и той напряженностью, потом разрядка международной напряженностью, которая присутствовала на международной арене. Вот. Ну а что касается, так скажем, резюме всего этого, действительно хочется надеяться, что вот эти все приготовления, все это бряцание оружием, оно так и останется приготовлением, бряцанием. И это действительно, как вы сказали, блеф со стороны Путина и исключительно демонстрация какой-то поддержки Лукашенко со стороны Путина. Вот, и не более того. Пусть вот эти два человека, так их назовем просто, развлекаются вот этими войной, игрушечной войной, по сути дела, передвижением танков, самолетов, чтобы не было жертв, не было никаких конфликтов, конечно же, с Украиной, поскольку это все-таки наши братья. Вот. Спасибо всем, кто нас слушал, кто нас смотрел. Виктор, еще раз благодарность за участие в эфире. Всем всего хорошего. До свидания. До свидания. Всего хорошего.